Первый адрес в списке газовиков – улица Арсамакова, 19, в сельском поселении Икажево. Хозяин самовольно подключил газ к дому. В ходе осмотра специалисты фиксируют чересчур высокое давление в трубе, что может привести к необратимым последствиям. Помимо того, что это незаконно, это опасно, сейчас отопительный сезон начался у нас, если люди повключали колонки. Свою ошибку нарушитель понял и решил, не тратя время, сразу оформить заявку на законное подключение газа. А до тех пор подача электроресурса будет прекращена. После счетчик установить и счетчик принять регион в течение 3 дней. И 6 месяцев в соответствии квадрата начисления. Следующий дом, где также незаконным путем подключен газ, находится по соседству. Никого из жителей дома не оказалось. Специалисты «Газпрома» сразу приступили к отключению от сетей. Хищение газа особенно часто встречается в районах новостроек, говорят специалисты. На учете у «Газпрома» уже более 500 домов. Чаще всего такие нарушения происходят из-за того, что абоненты не хотят заключать договор поставки газа или же не могут это сделать из-за отсутствия предусмотренных законодательством документов. Для предотвращения подобных нарушений «Газпром» применяет необходимые меры. В данный момент проходится работа по газосварочным работам, по отключению. После чего, значит, будет составлен соответствующий акт выявления отключения для дальнейшей передачи его соответствующим подразделениям. Помимо этого, при самовольном подключении к газопроводу предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей. Если же нарушение повторное, сумма возрастает до 80 тысяч рублей. Кроме этого, предусмотрено и более строгое наказание. Впоследствии повторное подключение ведет уже к привлечению к уголовной ответственности. Там до 2 лет у нас идет батисма. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашему населению, чтобы они воздержались от подключения, незаконного подключения к газовым сетям. Помимо того, что это незаконно, еще раз повторюсь, это еще очень опасно. К сожалению, имеют случаи в республике, когда незаконно подключенные домовладения происходили чрезвычайные происшествия в виде отравления угарным газом или возникновения пожара. Чтобы жители прекратили самовольно подключать газ, им идут навстречу. Действует программа «Дегазификация», которая предусматривает подведение газа до границ земельного участка заявителя абсолютно бесплатно. Помимо этого, «Газпром» запустил приложение, которое можно скачать на мобильное устройство и сдавать показатели, не выходя из дома. Передачу показаний ежемесячно надо давать в территориальный участок, чтобы не было начисления по нормативу. Поэтому, опять же, если платежная дисциплина у нас в республике тоже довольно-таки проблематичный вопрос у нас по ней идет. Также сотрудники «Газпрома» напоминают, что с 11 октября действует акция для потребителей голубого топлива. Ее участниками смогут стать те, кто выполнит условия, подключится к личному кабинету, перейдет на электронный адрес и совершит 100% оплату. Вручение призов победителям запланировано 12 ноября. Потребителю газа не надо стоять в очередях, особенно в зимние холодные времена года. Спокойно могут оплатить у себя, находясь дома, оплатить за потребленный газ, передать показания учета газа, а также могут получить всю полную информацию на свой электронный адрес, то есть на электронную почту. Такие рейдовые мероприятия «Газпромом» проводятся каждую неделю. Главная цель – донести до абонентов, что несанкционированное подключение к газопроводу чревато не только штрафами, но и несчастными случаями из-за утечки газа. Малика Исмаилова, Султан Магушков. Новости 24.